Дивидендная политика государства у нас, она никакой критики не выдерживает. Я скажу, что по итогам 2009 года, в 2010 году, да, у нас в бюджет поступило 400 с лишним миллиардов неналоговых доходов в виде дивидендов и доходов от имущества и так далее. Так вот, львиную долю этого дохода дал Центральный банк Российской Федерации. 188 миллиардов рублей. Это 75% от прибыли, которую он заработал, в том числе на кризисе. Да? Давая кредиты банкам, коммерческим и так далее, и так далее. Да? А все остальные, включая «Газпром», «Транснефть», значит, «Ветсовпетро», компанию нашу международную, и другие, они дали в бюджет всего 45 миллиардов дивидендов. Сбербанк в том числе, банк ВТБ, Внешэкономбанк, вот все они дали вместе 45 миллиардов. Да? Получается, что у нас в Центральном банке, как говорят, менеджеры классные, хорошие, которые могут, а вот там плохие. И это вот идея еще старая, значит, Германа, да, бывшего министра экономического развития, что государство, оно не должно быть в бизнесе, оно не умеет управлять ни предприятиями, ни банками, а вот частники, они делают все здорово, да. Вот теперь ему представилась возможность доказать, что он, как менеджер, работает хорошо и может дать много дивидендов в том числе. Однако не получается, да. Видимо, какие-то есть тут такие скрытые причины, о которых мы, так сказать, не знаем, по которым нас правительство не информирует, да. Почему же все-таки мы получаем так мало дивидендов, да, в отличие, например, от той же Японии, которая больше доходов получает от государственной собственности, чем собирая с населения и своего бизнеса налогов. Там наоборот. Большие доходы, например, Японии дает международная табачная компания Japan Tobacco International, да, которая еще 200 лет назад была создана для торговли солью там, и прочими делами. Да. Она стала транснациональной, она платит львиную долю своей прибыли в бюджет, значит, правительства Японии. Поэтому если развивать, наоборот, госсектор, если помогать ему, если его поддерживать, тот же авиапром, космическую деятельность, да, где мы еще и позиции определенные имеем, то и они будут давать большие доходы, потому что не только на космических туристах можно зарабатывать. Мы можем зарабатывать на Международной космической станции, мы можем зарабатывать на пусках спутников, на исследованиях разных, и причем зарабатывать хорошие деньги, да. И эти деньги должны идти в государственный бюджет. Но мы этого почему-то не делаем. Потому что позиция правительства такая. Проще всего, конечно, поднять налоги, собрать большинство населения, обобрать средний класс. И нормально все. Стабильно доходы идут.